А многодетные семьи Воркуты и Инты смогут компенсировать расходы на перевозку личных автомобилей железнодорожным транспортом. Такое решение приняли сегодня депутаты Госсовета Коми. Существующий тариф на грузоперевозки может составлять от 25 тысяч рублей в одну сторону. И для многих семей, которые хотят отдохнуть за пределами республики, это непозволительные траты. О дополнительных мерах поддержки многодетных и некоторых других важных решениях Госсовета знает Алексей Корчма. Перед летними каникулами депутаты Госсовета работают в режиме нон-стоп. В повестке 50 вопросов, и это едва ли не рекорд. Как и прежде, курс на социалку. Сразу несколько инициатив о поддержке многодетных семей. Очень много социально значимых законопроектов рассмотрено и принято депутатами Государственного совета. Это и поддержка пожилых людей, поддержка людей преклонного возраста, законопроект по детям войны. Это поддержка прежде всего в соответствии с поручениями президента, с посланием президента. Это поддержка наших семей. С 1 августа многодетные семьи смогут существенно сэкономить. Готовить детей к школе будет уже не так затратно. А кто мечтал о вместительной машине, сможет ее купить и получить компенсацию. Бюджет Коми выделит на это 48 миллионов рублей. Для тех семей, у которых более 7 детей несовершеннолетних, вводится мера поддержки в виде 5000 рублей на каждого ребенка с 6 до 18 лет. Это с целью подготовки к школе. И вторая очень важная мера поддержки – это 1 200 000 на приобретение транспортных средств. Отличная новость для многодетных Воркуты и Инты. Перевозку личных машин железнодорожным транспортом по маршрутам Воркута-Сосногорск, Инта-Сосногорск и обратно будут компенсировать. На покрытие своих расходов могут рассчитывать более 1000 семей Заполярья и Приполярья. ЖД-проезд на сегодня тоже он не дешевый. Порядка где-то одну сторону выходит 25 тысяч, а в обе стороны 50 тысяч. На своем автомобиле, они, доехав до Сосногорска, могли ездить там на юг, оздоровить детей, возвращаться. И поэтому, так как у нас автомобильных дорог с Воркуты нету, и с такой инициативой выходим сегодня на Государственном совете. Еще одно важное решение депутатов Госсовета Коми по теме экологии. Нефтеразлив на Колве и другие инциденты побудили их обратиться к федералам. Необходимо совершенствовать законодательство, создать механизмы для реализации природоохранных мероприятий и возмещения вреда окружающей среде. У нас регулярные, к сожалению, большому нефтеразливы происходят у нас. Зачастую у нас приходят, конечно же, от наших соседей с Донецкого автономного округа, но все равно это нас всех касается, потому нужно делать регуляторы, которые бы у нас выходили именно на законотворческой основе. Потому что если мы будем требовать от наших компаний просто какую-то отдельно тезисную работу, это не работает. Это мы уже поняли. И в том году я уже об этом говорил, что нам все-таки нужно понимать так, чтобы если у нас делаются какие-то штрафы, образно говоря, за повреждение природы, надо эту природу и восстанавливать им в более крупном масштабе. То же самое ответственность нужно нести еще в социальной среде. Думаю, поэтому будем такой сейчас базис премиум, а дальше будем уже раскручивать как дерево в разные стороны ветки, чтобы мы все-таки понимали, что природа это не где-то там далеко, это все, что нас окружает, и не будет все-таки, когда наши компании более уважительно бы относились и к людям, и к всему живому. Госсовет работает в тесной связке с депутатами Госдумы и сенаторами от Коми. Благодаря такому лобби многие инициативы слышат в Москве. Основной упор на социальной сфере. Есть успехи и в экономике. Мы реструктурировали коммерческие кредиты. Это дополнительно каждый год 500 миллионов. А за 2020 год эта сумма уже составила 26 миллиардов. Я хочу сказать, что вот за эти годы наш регион дополнительно из федерального бюджета получил более 50 миллиардов. Это очень серьезная цифра. В рамках сессии Госсовета Коми Ольга Савастьянова выступила с отчетом о проделанной работе в Государственной Думе России. От жителей республики за 5 лет поступило 3200 обращений. На их основе принято 104 новых закона, внесены поправки в 300 действующих. Очень важно, что в вопросах социальной защиты и пенсионного обеспечения эти вопросы сегодня подкреплены конституционной нормой. Введена новая программа «Социальный контракт», которая позволяет сегодня, индивидуально разобравшись в проблемах конкретной семьи, почему она находится в сложной жизненной ситуации, разработать конкретные меры. Это программа, которую мы называем не рыба, а удочка. Важный законопроект, который мы называем неприкосновенность минимального дохода, что если граждане попадают в трудную жизненную ситуацию и должны выплачивать долги в обязательном порядке, минимальный прожиточный уровень должен оставаться. При этом введена система упрощенного банкротства для именно физических лиц. И, конечно, несколько законов было принято в части защиты от коллекторов. Что касается доступности жилья и услуг, здесь дополнительно принято решение о бессрочной приватизации жилья, вопросы гаражной амнистии, вопросы дачной амнистии.
Подводя итоги весенней сессии, спикер Госсовета Коми Сергей Усачев отметил, что все депутаты работали продуктивно. Принято много законов в интересах жителей Коми и региона в целом. Весенняя сессия была, наверное, одной из самых непростых. Мы понимаем, что у нас есть обстоятельства, которые накладывают отпечаток на работу всех государственных органов. Это пандемия коронавируса. Сейчас она вспыхнула с новой силой, но значит, в рамках весенней сессии нам удалось, первое, наверное, принять достаточно сбалансированный республиканский бюджет, в котором учесть все социальные обязательства государства, и он носит такой ярко выраженный инвестиционный характер. То есть основные проблемы, которые стоят перед республикой, ее экономикой, они были учтены. Следующее очередное заседание Госсовета 23 сентября, но вероятнее всего депутаты соберутся раньше. 15 июля планируют определить границы земельных участков арктической зоны, которые будут безвозмездно передавать гражданам. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган.